Такую тачку взял Миха. Лада Веста. Стоит миллион почти, ё-моё. 900 с копейкой. 900 с копейкой. Такие вырезы у нее есть. Ручки. Все дубовое такое. Ну, как, в принципе, суксид. Чехольчики здесь. Я так понял, это уже внештатно чехольчики, потому что, по идее, они не должны быть родные. Ну, а здесь что у нас? Багажник такой вот есть. Ух ты, на кнопке он уже, смотри-ка. Вот такая резиновая кнопка у него тоже, как у обычных иномарок. Слушай, ну салон вместительный. Здесь вот такие ящички, рундучки есть. Такая вот бархоточка есть. Тут какой-то даже набор есть. Лада. Так вот, короче, шторка есть. Хоп, хоп. О. Почти как в Приусе. Багажник как в Приусе. Даже побольше, наверное. Вместительный, вообще жестко вместительный. Такой вот руль. Ух ты. Кнопки есть. А, они даже просто в нажатии. У Toyota нажимается, а у него просто тык-тык-тык. Зеркала регулировки есть. Такая Лада. Оба, здесь что у нас? Планшет, Android стоит уже. Нифига. С рамкой уже под него. Здесь у нас клюшка вот такая. Чук-чук-чук. Ну, передача, в принципе, что-то вот это вот не очень втыкается. Ну, еще, видать, не разработалась. Это же русская машина. Ручник есть. Кнопки какие-то, антизанос, офф. Шумоизоляция, в принципе, нормальная. Антирадар стоит. Уже, видать, поставил Миха сам или что. Так вот. Кнопочки, соус. Это я не знаю, что это за хрень. Ну, такой салон мощный. В принципе, тачка-то. Ездить-то можно. Ездить-то можно. Обычная машина. Ну, а что сейчас купить, ребята? Суксид? Или вот такую машину? Я бы, наверное, все-таки суксид взял. Ну, хотя тут 200 написано. 200, ёб. 200, ни хрена себе. Это вообще жесть. 200! Прикинь, 200! Вот такой вот ключ у нее прикольный. Ух ты! Хлоп! Бесключевого доступа нету, но вот такой ключик. А что там под капотом, интересно? Вот прям очень интересно. Где у нее здесь ручка? А, вот она. Дергалка. Тык. Сейчас посмотрим, что там под капотом. Очень интересно. Ну ничего себе, держатели. Держатели стоят. Вот такие. Бачок антифриза. Что-то он на минимуме. Бачок круглый идет. Ну ё-моё, новая машина. Так-то все новенькое, все чистенькое. Двигатель хороший тут какой-то стоит явно. АвтоВАЗ. Рекомендует Роснефть. Роснефть надо сюда заливать. Аккумулятор стоит тут. 62-ка. 62-ка. Фильтр здесь. В принципе, удобно. Открыл крышку, поменял дроссель здесь. Удобно обслуживать. Не, двигатель вообще удобно обслуживать. Катушки здесь, все здесь как-то, в принципе, нормально сделано.
Подкапотка большая очень. Ну я не знаю, в принципе, машина-то сделана так-то удобно все. Оптика вот такая вот. Это иномарка уже, ё-моё. Практически иномарка. Литье, все вот так вот сделано. В принципе, вот тот же самый суксид. Бампера по-любому провисать, наверное, будут. Ну, не знаю, посмотрим. Резина стоит обычная. Веста СВ. Это у нас комплектация, видать, такая СВ. Плавник даже есть, ничего себе. Ну-ка, что тут интересного? Сцепление. Бах, передачу. Ручничок, бах. Нормально. Хоп. Не, мягонько включается вообще. Не, ну машина неплохо сделана на первый взгляд. Вообще, как бы, ну я бы сказал бы, что она денег-то своих, в принципе-то, стоит, наверное. Главное, чтобы это все ездило долго и качественно. Ну, то есть на долгое время все это дело. Кнопки не отваливались. А пока она новая, вот я сказать ничего не могу. Вот так мне вот в принципе все нравится. Вот я сижу, вот, в принципе машина как машина. Как тот же суксид, как любая другая машина. Ну там, конечно, автомат. Там чик и все, и поехал. А тут клюшка. Ну кому-то нравится клюшка. Тут вот флешечки вывел, видать. Короче, вот такая Лада Веста, ребята. Электроруль. Хороший электроруль, в принципе. Очень удобно. Тахометр есть у него. Что тут еще у нас? Пробег 386. Сколько? 386 километров пробег. Вообще, ё-моё, новая машина. Я еще в новой такой не сидел. Ну, я в новом прадике сидел. Ну, в Ладе Весте точно нет. Потолок вот чистенький, все чистенько. Интересно, заднее сиденье у него должно складываться по-любому. Я бы на ней прокатился куда-нибудь километров 100. Так что вот такая Лада. Кстати, ну-ка. Ну как иномарки закрываются, вот. Вон. Все. Все. Закрылось. Зазоры. Вот такие с завода зазорчики. Не, неплохо сделана тачка. Я думаю, такую машину можно брать. Лет на 5. А может, ну не знаю, как качество покажется. В принципе, как бы я бы сказал, что неплохо. Лада седан баклажан. Пу-пу-пу-пу. Я бы ей ходовые огни поставил. Сюда вот ДХОшки бы поставил бы куда-нибудь. Хотя морда у него прикольная. Так что, ребята, вот такой вот обзор. Я думаю, он еще будет обзор. Такой микрообзор. Пока человек там занят, я решил быстро запилить видео. Что скажете вообще на отечественный автопрому такой? Имеет место быть, не имеет места в наших условиях, так сказать. Что будем брать? Китайцев, российский автопром или еще что-то? Диски Tech-Line стоят. Здесь обычные барабаны. Ходовочка у него, в принципе, должна быть крепкая. Полиуретановые вот эти идут отбойники. Обычная подвеска, очень простая. А здесь что интересно, какое решение сделали по подвеске передней. Выворот нормальный у нее. Выворот нормальный вообще. Так, что еще тут? Обычная подвеска, самая простейшая, Макферсон.
привод, рычаг нижний, одна шаровая. Ну и все. Как бы так. Короче, тачка-то, в принципе-то, нормально. Для работы, для бизнеса, для, так сказать, просто покататься по делам, для дома, для частного. Я думаю, нормально можно брать. Всем, кому понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Как бы обзор, ну, как бы канал у нас по приусам, по гибридкам, но я решил сегодня вот так вот запилить такое вот видео. Да, прикольно. Это уже прикольно. Сонары есть походу. Задние сонары имеются. Передние я что-то не видел. Передних нету. Сюда клып цепляется походу. Ну еще есть комплектация походу с этими с противотуманками. Можно в принципе поставить противотуманки. Да, будет симпатично смотреться. В принципе, морда-то у нее прикольная. Вот такая тачка. Поехал на Ладе 200. Я еще на такой машине не ездил. Вот, вторая. Вот у нихуя он на второй башне. Нормально он едет. Оба, оба. И тут первый достаточно вполне. А это что этот? Дворники-то зачем? Я тебе промыл. Они сейчас автоматически выключились, да? Да. Прикольно. Ну, слушай, посадка удобная, но немножко вот так надо сделать. Вообще, огонь тачка-то. Мягонько идет. Сейчас посмотрим, что за лады начали делать. Блять, у нее пробег 130 километров, она еще на обкатке, ты аккуратнее. И это не твои дрова пробог, здесь тормоза идеальные. Ну пока идеально они, конечно. Первый месяц. Четко. Мы ее через полгода, через год посмотрим, если ты на ней будешь ездить, отснимаем. Какие изменения, что отъебнуло. Под 3000, ты куда 4-то, ебаный Да. урод. Ты, блядь, аккуратно. Хочу удивление дать. Машина русская, а резина Pirelli. Досанкционная резина, очень дорогая, хорошая, качественная резина. Такие, на такие автомобили ставили. Ну вот диски уже как бы покупал отдельно. Человек покупал диски отдельно. Так вот. А так, в принципе, машина неплохая. Надо будет смотреть, как она будет себя показывать именно через пробег. 100 тысяч, 200 тысяч, как она. Но двигатель мне понравился.
как он выглядит, как он обслуживать его удобно очень. То есть прикольно.